Здравствуйте! Вас приветствует информационная программа «Новости» в студии Саид Ахмадов. И смотрите в нашем выпуске. Перемены в высших эшелонах власти. Кадыров провел последнее заседание уже со старым составом Кабинета министров. Очередная благотворительность. Еще один младенец получил шанс на выздоровление. Образование для всех. Сегодня мы собрались для того, чтобы посмотреть, насколько актуальны формы тем проблемам, которые существуют. В Педагогическом университете Чечни прошел всероссийский семинар по инклюзивному образованию. Театральный сезон открыт. Сегодня в Грозном состоялся показ популярной пьесы Узаира Гаджибекова. Благословенная пятница. В это время мусульмане начинают свой день с совершения обязательной коллективной молитвы. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, и приветствует Хамзата, да будет довольным Всевышний. В своей проповеди муфти республики Салах Межиев рассказал собравшимся о достоинствах месяца Мухаррам. На это время приходится ценный для мусульман день Ашура, в который желательно держать пост. إطلاق دویزه اقبت تسعیت له اکتبر نیسلویزه اکتبر بت از عاشور دین پیامبر علیه الصلاة والسلام مرخ بره چادین سنت دو اله قبل چون چند شرع سودین اشقین وش دلگشتر دو اله مدینه دقیق شی عاشور دین اقر مرهون قابل خاتنه سو جکتش مرهون قاب قرال موسی پیامبر دیل سلام خیل سون پیران بالا حلق وقت دویز الچی وی بقعدو موسی ایل بار ایلشن علیه الصلاة والسلام سندره از عاشور دینا ح مرخ بر سنت دو اق ساغن هم يلر سنت دو شي دوزل ديكن يحسوا يلر سنت دو ووش قنتير بولره اشتا ووش سقيت ميخلره دوق بايامش دال بالي حال بيان دو اذا سو عاشور دینا ح دل رزخيل دل الش عليه الصلاه والسلام سنه اصعب خلوشول الك انت حسين غزوه تعدقل خندق دويس سودين على عقلنا حسين إذ غزوة عقلنا يشبال حلق بالله ين غزوة عقلنا بوشتك تحل موتور در تعالش سون معن هدر الشي إذ درجع لقوالر در بويس حسين درجع لقوالر در إذا حسين دال قيتن بول دال رئيسيل سيرة مسيرة دال غزوة قبول دال سيرة سودين عتون شيء دوزول شور تحن تقيق عقلنا وش سون ناق وستش ويز عقلنا وش سون ديرة أصنع حق دوشتولق حدقة دايتشا ديل ديكني ساتي سوش أغنيق تعقا هيجوش أستيبن ويا بعش ليش عن ديل ويدقل دغير شو ويداق ويختصق داق أزواقير شواس ديل ديك دعون دق ديش دين سند عيازدو دين ويلش إت دين سن يازدو ودق دعون دق ديش دعسا يازدو دين ويلش سعوز دين بيازت سدو سون ديرا المعلا ويا يزج خينسا أق وي ديل حخوشة توب إنسان وي عبادة إنسان وي دحال دخشي خد عند وشتول شو دال منا بيركتي حد وردو زام بيركتي يوري وزغلوش دالت يوشل زام شو بيركتي دايتويل دال. После того, как прозвучал азан, верующие встали в единый джамат и совершили коллективную молитву, после чего совершили обряды таспих и вирд. Сегодня исполняется 64 года президенту России Владимиру Путину. Этот человек, сыгравший историческую роль в судьбе Чечни. Именно благодаря оказанному им доверию Ахмад Хаджи Кадыров был назначен на должность главы администрации республики. Поздравления в адрес Владимира Путина звучат со всех уголков мира. Поздравил главу государства и Рамзан Кадыров. Вот что он написал в своем инстаграм. Сегодня день рождения самого сильного и яркого политика современности – президента России Владимира Путина. Это человек, который получил страну с ослабленной государственностью, разгулом преступности, затяжными военными конфликтами, межнациональной и социальной напряженностью. Данный список можно продолжить. В это же время Чечня была наводнена тысячами международных террористов и их пособниками из многих стран и регионов. Страна стояла на краю пропасти. Запад стремился развалить ее, используя в качестве плацдарма Чечню. Твердая воля и государственное мышление Владимира
Владимира Владимировича позволили коренным образом изменить ситуацию. Он принял единственно правильное с точки зрения стратегии и тактики решение, назначив руководителем Чечни видного религиозного деятеля, мужественного и мудрого человека Ахмад Хаджи Кадырова. Первому президенту Чеченской республики, герою России Ахмад Хаджи Кадырову, при твердой поддержке Владимира Владимировича удалось навсегда искоренить причины, порождающие войны и конфликты в Чечне. Благодаря помощи и поддержке Владимира Путина сегодня Чечня является мирным, стабильным, процветающим регионом страны. В течение последних лет мы стали свидетелями бесконечных попыток Запада вызвать внутренние кризисы в России, ослабить ее позиции на международной арене, подорвать экономику. Но президент наглядно доказал, что нельзя говорить с Россией языком диктата. Я искренне желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, благополучия и успехов на посту президента России. С днем рождения вас, президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России. Правительство Чечни отправлено в отставку. В Грозном прошло последнее заседание Кабинета министров. В ходе встречи глава региона высоко оценил командную работу правительства и отметил, что процесс создания нового Кабмина должен завершиться в максимально сжатые сроки. Слово Седи Сапаровой. Одним из первых действий Рамзана Кадырова после инаугурации стало принятие отставки регионального правительства. Обращаясь к теперь уже бывшему составу Кабинета министров, глава Чечни поблагодарил собравшихся за проделанную качественную работу и заявил, что главным фактором успеха регионального управления является взаимодействие всех ветвей власти. И никакие провокации со стороны недоброжелателей не должны стать причиной ухудшения работы. Здесь же стало известно и о кадровых изменениях. Так Мурат Тагиев, ранее занимавший должность министра по делам молодежи, и бывший руководитель Министерства имущественных и земельных отношений Роман Идилов, участвовавшие в выборной кампании, были избраны депутатами республиканского парламента. Кадыров высоко оценил их заслуги, отметив, что имеющийся опыт и профессионализм позволит им также хорошо проявить себя в новой должности. Заседание, да, рассматривать вопрос, что она, необходим вопрос, что, да, правительство уже да, министр да, депутат диаверлы да, Роман Эдилов, Мурат Тагиев уже да, сон важен да, баркалдер изхлалар, ши да, спиротный хавошина осу да, важи да, докодис дикумшту да, як диеш на осу да, в парламенте да, есть такая тягость по табе что она пенсия будет такая изменение есть yolda da ona тягость чаще на вас видела да она билгобер барит на будет что да мы говорили на вас их будет тяжесть ну да масуау да она вы направлены чарцы что она моя ситуация латуры сейчас да он дачи вы мы говорим да она в республике постоянно интересная tas dēļ dārgērķis to veidon, vai dārgērķis, vai to vien lušpeši, tā kā ārgērķis, beši hum dārgērķis, vai savu hulton. Mosu āvar, tas dēļ čārdēļ, vai advisalģi, vai bola bola baston. Hordina, kel elit, kā do vien dīs hordina, tā придумать дирду и для этого целые институты существуют, там цаэрдуэ поэтапно, кан цаэрдуэ, канен цаэрдуэ больше. Давай, ну, я имею в виду, да, структурную швадон. Всю жизнь дана, что вот наш бедж дана, всю жизнь дана, как в республике дана, что хал керч толчена и керч ваш кайбек школ был, нахин ти больше будет се по сих пор, ца не поддакивает когда, ца материал дало дана, придуманный материал шел дало что, бабду мерч нахол, туда дана, вы можете дана, ладвар семхал диш, ну кое сон. Sånn Raman Murad også det hardin ska dunda då угри хал направление då inte säga Raman tuan be för det tuan bar då угри خلقان يري då och gjorta угри hala som sagt det kan min danska chas kvatin det har då начальник рода хоч был бешка вёкш då самый справедливый так давиш хоч كون خينا بولنا دابش بوش قاعد حوينا دون مراد مالدرني بوليتيك دون سدوح وش بوش وانشينا يا موكش بوش نا بخوش دون كان بديز حلاوة نيس ده ما شغل وال كان شاش كوارتير شو حتى كوارتير سنتين دون
itchuahos kirsbiach silshios bakjo audalabo hoan uishad ho uriu yoldan shit asasdan bosh fa hajak so da shit bur bosh boshdan ishtana aqlu habos wasibu yod barkal deres kon dalo ko ba wala da berk yoldan. До формирования нового состава Кабинета министров исполнять обязанности председателя правительства будет Абубакар Адильгериев. Министры также продолжат исполнение своих обязанностей. По словам Кадырова, за последние годы в регионе было сделано столько, сколько делается за не одно десятилетие. Однако современные реалии диктуют новые условия регионального управления. Изменения шагают, министр шагбу, зам шагбу, предварительно хорошие мнения, але да что последующим структура представить что утилитарию ну бордон, если сейчас он борд, на бабиш будон, отсюда образ ala докуки школы индон, значит что борбешто, борбабис, это он عمولا دونا كمان دعوت مشكلتي باشولات شا لون دونا ديال دو خل ده عيوك شو чандо надо обертивать дарат тубер. Позже заключительное заседание правительства продолжилось в обычном режиме. Было рассмотрено порядка 20 проектов постановлений, касающихся социально-экономической сферы. Завершая заседание, исполняющий обязанности руководителя правительства Абубакар Адильгериев поблагодарил весь кабинет министров за самоотверженную работу во благо процветания и улучшения качества жизни населения Чечни. Я хотел бы поблагодарить всех членов правительства за работу. Следующее заседание будет в новом составе. Мы завершаем нашу деятельность этим заседанием в таком составе. Глава республики дал положительную оценку деятельности правительства. Это нас очень радует. То есть мы заслужили доверие, поэтому каждый себя, я думаю, найдет в любом случае в новом виде, кто не будет в правительстве. Поэтому желаю всем удачи, во благо Чеченской Республики и Российской Федерации в целом. تحرزام لها أبو بكر президент правительства лучше докуп белошпина бот шоу республикавый докуп ахег так вахалга лучше порученеш указанеш за Ахмат нищакрul чултаа под председательством докуды он тайна илуч ахег اشتاطها لاتون إذا هيجل داتر هون داج مصو نقيته قيتش داق مصو طبق درجات داش تونا وصلنا داش عطويز ديك حالينا هون داريز هل دال دقوا أول طويقة يبارك الله دون يوه سستاوش قيتش لاحة شي ريتس دك دون شي بلغورو ريتس دو تسوق متشعبه شي ويتسان كمان داخل كان هو ريسبوبليكا ويديش ديك ويقومنا ويمخكنا دو ميوخش درجة اخل جدال ملاحة ويمتاحدوش ويش عيدلنا دادغ ديز الغيتسون دالتاعي بيرت كيويل هم ديري زخو. Новый кабинет министров претерпит значительные кадровые изменения и будет сформирован в максимально сжатые сроки. Именно с новым составом правительства Рамзан Кадыров продолжит путь, начатый когда-то первым президентом, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Седа Сапарова, Дани Хавхаров. Новости. Рамзан Кадыров сделал заявление относительно ситуации, которая сложилась вокруг высказывания Федора Емельяненко. Глава Чечни призвал в Инстаграм не публиковать какие-либо записи, порочащие честь и достоинство президента Союза ММА. Цитирую: «Я обращаюсь в первую очередь к тем, кто под эмоциональным воздействием сделал это, говоря, что являются нашими сторонниками и друзьями. Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека. Я уверен, что Федор Владимирович осознал ошибку». Об этом, в частности, свидетельствует удаление им со своей страницы фото мальчика.
мира». Конец цитаты. Глава Чечни выразил уверенность, что нужно быть терпимее друг к другу, не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение. По словам Кадырова, поступком достойным мужчины является даже тот факт, что Емельяненко понимает допущенную в силу каких-то причин поспешность в оценке организации турнира. Если бы он предварительно изучил все вопросы, связанные с турниром, оценки могли быть совсем иными, заявил Кадыров. В этом сомневаться не приходится. Свое заявление глава Чечни подытожил так. Убежден, что он в конечном счете поступит как настоящий русский богатырь, каковым его считают тысячи поклонников. Перефразируя известную поговорку античных времен, можно сказать, что дозволено рядовому обывателю, не дозволено национальному богатырю. Опыт, авторитет и способности таких людей нельзя растрачивать. Они должны служить Отечеству, консолидации нашего общества. Сегодня в ряде желтых СМИ появилась информация о якобы жестоком избиении спикером чеченского парламента, исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова. Конкретных комментариев в публикации нет, везде ссылаются на один единственный первоисточник. Больше всех отличилась, конечно, «Новая газета». Наша съемочная группа провела свое расследование по этому вопросу и установила совершенно противоположную картину произошедшего. Заголовки интернет-издания о том, что Магомед Даудов избил председателя Верховного суда Чеченской Республики, появились на страницах почти всех желтых СМИ, для которых муссирование новостей из Чечни – излюбленное занятие. Достоверность для них не имеет значения. Публикации сопровождались комментариями анонимных источников. Ни одного официального заявления или хотя бы слов, передающихся от имени конкретного лица, журналисты не упомянули. Судя по всему, авторы этих заметок даже не попытались выйти на связь с самим Тахиром Мурдаловым. Хотя почему-то наша редакция сразу смогла дозвониться до исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни. Я опровергаю факт того, что меня якобы избил Магомед Даудов. И если такой факт имел место, я сообщил бы председателю Верховного суда России. Не только в отношении меня, но в отношении любого судьи. Я не исключаю ничего. Понимаете? Может быть провокация, может быть какие-то интересы, прочее. Все СМИ, опубликовавшие эту новость, ссылаются на один единственный источник – издание «Кавказ Реалии», который утверждает, что спикер парламента приехал в Верховный суд в сопровождении 10 машин и нескольких десятков человек, оцепивших здание. Тимур Эмиев в это время находился в приемной председателя Верховного суда. Вот как очевидец рассказывает о визите Магомеда Даудова. Магомед Даудов приезжал в Верховный суд Чеченской Республики. Я это время находился в приемной у заместителя председателя. Он приходил со своим помощником, зашел к нему, с нами поздоровавшись, зашел к нему. Через минут 10 они оттуда вышли, вместе вышли в нормальном, хорошем настроении. Что кого-то там били, я не видел. И информация о том, что он приезжал в сопровождении 40 человек на 10 машинах, я этого тоже не наблюдал. Никакого конфликта не было, и агрессии я не наблюдал, и информация, распространяющаяся в средствах массовой информации, не соответствует действительности. Ключевое слово во всех публикациях «якобы». Ни одного утверждения, сплошные ссылки на «достоверный» в кавычках источник. Далее Даудов якобы стал избивать Мурдалова. Турко Арсимирзаев, ставший свидетелем разговора обоих лиц, рассказывает, речь шла о проблемах региона, преступности, ситуации на дорогах. Был чисто деловой разговор. Проскальзывала такая мысль, что нашим судам надо учитывать особенности, сложности рассмотрения уголовных дел, связанных с терроризмом, с авариями на дорогах в свете последних требований, и чтобы этим делам уделялись повышенное внимание и принимались меры. Спикер парламента говорил, что теперь парламент сформирован, и надо нам решать вопросы о переназначении мировых судей с учетом истечения их сроков. Надо сказать, что часть судейского корпуса республики, это мировые судьи, их 64 человека, они назначаются парламентом нашим. Конечно, вполне объяснимо то внимание, тот интерес парламента к судейскому корпусу. Они нам назначают судей мировых, и так или иначе по закону, по своей компетенции парламент участвует в формировании судейского сообщества республики. Для них тоже не безразлично, чем живет это судейское сообщество, начиная от мировых судей и кончая Верховным судом. Председатель парламента Чеченской Республики вышел во двор Верховного суда. Я проводил его до машины. 10 машин, 40 человек, конечно, не было. Цифра явно завышена. Каких-либо инцидентов о том, чтобы было рукоприкладство, этого я не наблюдал.
Новой газете даже удалось расширить список действовавших в суде лиц. Издание сообщает, что при избиении Тахира Мурдалова присутствовал председатель Гудермесского суда Алавдин Гордалоев. Последний, в свою очередь, не понимает, как он мог находиться в двух местах одновременно. Я вчера целый день был у себя на работе в Гудермесе, в Гудермесском городском суде, в своем кабинете. И там нетрудно проверить. Вчера меня вообще в этом здании Верховного суда не было. К концу рабочего дня мне стало известно, что в некоторых средствах массовой информации эта информация прошла. Я эту новую газету звонил туда, сказал, что вы опубликовали информацию, не соответствующую действительности, которая меня, в принципе, задевает, как человека, как юриста, как судью. И сказал, что я приму меры, чтобы подать на них в суд, защитить свое имя, честь и достоинство. Я так думаю, что некоторым кругам, которые не хотят стабильности в республике, не хотят стабильности той же судебной системе Чеченской республики, выгодно и хотят очернить и судьи, в частности, которые работают и трудятся в этой системе. Я думаю, что это недобросовестная, как сказать, журналистика, которая желтая пресса, которую надо, так сказать, призвать к ответственности. Меня, конечно, и как юриста, и как человека интересует, откуда они это черпают. Если есть информация, то почему нельзя ее выдать с источниками? Наша редакция решила обратиться к первоисточнику и выяснить, как возможно, чтобы написанное ими так расходилось со словами очевидцев. Сайт «Кавказ Реалии» даже выложил номер телефона в разделе обратной связи. Однако поговорить с сотрудником интернет-издания ни через WhatsApp, ни по стационарному телефону нам не удалось. Извините, эта услуга недоступна. Лариса Джабраилова, Седа Сапарова, Аза Исаева, Рузана Веселаева и Дани Хавхаров. Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказал сегодня финансовую помощь жительнице Грозного. Дочь Миланы Акуевой страдает редким генетическим заболеванием. Годовалому ребенку требуется постоянное наблюдение и прием дорогостоящих лекарств. Благодаря фонду семья Акуевых сможет продолжить медикаментозное лечение девочки. Милана, обратите меня в фонде Хайо Мокшат и больнице Второяца, так Айман Сирамзан, Ахшну выделите. Да, Машу Хайо. Да, сады. Дегрис, Эмани Сима, Тинкантан, Пачхана, Духовки, Дегрис, Российская телевизионная и радиопередающая сеть отметила юбилей. Компании исполнилось 15 лет. Праздник этот пришел и в отдельные дома жителей региона, которые получили в подарок новое оборудование, которое обеспечит показ 10 каналов в цифровом качестве. Слово Розане Самаевой. После выхода на пенсию ветеран труда Салман Идисултанов практически все свободное время проводит перед телевизором. Старенькая антенна с трудом ловит всего несколько каналов, и те не в лучшем качестве. Неожиданный визит работников радиотелецентра стал для него большим сюрпризом. Салман. В комплект приемного оборудования входит цифровая приставка и антенна, которые дарят своему обладателю 10 телевизионных каналов в высоком качестве. Наше предприятие решило провести акцию 15 новых телезрителей в 15 муниципальных районах. Для этого было решено определить в каждом районе тех, кому данный подарок будет наиболее приятен. Это реабилитационные центры, ветераны труда, ветераны войны. Обладателем нового цифрового приемного оборудования стал и Рахим Абдурахманов из Шилковского района. Подарок пришелся очень кстати. Также работники РТПЦ побывали в Гудермесском, Курчелоевском, Шилковском и других районах республики. Оборудование для цифровых каналов получили и воспитанники Урусмартановской школы-интерната. Акцию приурочили к 15-летию российской телевизионной и радиовещательной сети. В нее же входит и Чеченский радиотелепередающий центр. Зара Салтаматова работает здесь заместителем директора. 6 человек было у нас в штате. Вот представляете, 6 и сегодня 170. Это, конечно, большой разрыв по сравнению с тем, что было. Тут уже прошла моя жизнь вся.
Это мое, это моя вторая семья. Российская телевизионная и радиовещательная сеть создана в августе 2001 года. Она состоит из 76 региональных филиалов. В Чеченской Республике располагается 54 ретранслятора, последний из которых был запущен в августе текущего года в высокогорном Ведучи. Он обеспечил цифровым телесигналом еще 500 жителей. Всего же на сегодняшний день цифру могут получать 99,4% населения региона. Розана Самаева, Адам Чекуев, Ислам Расуев. Новости. Чеченский государственный педагогический университет стал площадкой для всероссийского семинара по инклюзивному образованию. По всей стране проходит мониторинг деятельности вузов и региональных ресурсных центров по обучению людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. В исследовании примут участие 270 вузов. Масштабный проект призван обеспечить возможность создать гибкую систему инклюзивного высшего образования. Основная задача деятельности в этом направлении – это создать такую систему образования, в которой инвалиды могли бы обучаться среди сверстников в обычных учебных заведениях. И сегодня мы собрались для того, чтобы посмотреть, насколько актуальны формы тем проблемам, которые существуют в инклюзивном образовании, можно ли с помощью этих форм оценить достаточно верно ситуацию и какие из этого, сделав выводы, нужно потом выстроить образовательные программы, пути взаимодействия. Мы понимаем, что проблем, наверное, слишком много, и все их мы за один такой проект разрешить не сможем. Но надеемся, что все самые основные проблемы, безусловно, будут разрешены. Предложенная модель мониторинга позволила выявить ряд проблем системного характера, таких как дефицит специалистов, умеющих работать с инвалидами, проблемы трудоустройства и постдипломного сопровождения. Также необходимо адаптировать учебно-методические материалы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проблема обучения для людей с ограниченными возможностями и инвалидов, она актуальна, особенно в последнее время. Долгие года не было достаточных условий для того, чтобы люди с ограниченными возможностями имели доступную для них возможность, чтобы они могли учиться, и потом уже трудоустраиваться на работу. Речь ведь идет не только о том, чтобы были пандусы, о том, чтобы работал лифт. Речь идет в том числе и о том, чтобы были специализированные программы для них. Новую школу после капитального ремонта открыли в селении Алхазурово. На торжественном мероприятии ученики подготовили праздничные номера. После официальной части представители местной власти осмотрели учебное заведение и остались довольны качеством проделанных работ. Все кабинеты оснащены современным оборудованием и интерактивными материалами. Учителя и учащиеся школы выразили слова благодарности главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за создание таких условий для учебы. В селении Октябрьское Грозненского района открыли новую водонапорную башню и ввели в эксплуатацию ранее заброшенную скважину. В летнее время в селе часто были проблемы с водой. Из-за того, что заборная станция откуда сюда проложен водопровод, находится на большом расстоянии и пересекает несколько населенных пунктов. Вода до села практически не доходила. Жители обратились к главе республики с просьбой оказать помощь, и уже сегодня проблема решена. Глава дал поручение Министерству строительства ЖКХ, рассмотреть этот вопрос и рассмотреть его и положительным, чтобы результат был. Наш Республика Губчач-Водоканал занимался производством работ здесь под нашим руководством непосредственным контролем министра строительства ЖКХ. На сегодняшний день здесь выполнен следующий объем работ. Протянуты линии электропередач 1200 метров. Проложен водовод до села, до сетей, которые ранее у нас были 1300 метров. Установлена башня Рожновского, за моей спиной вы видите. Насос и самое главное скважина, которая была ранее законсервирована. Мы ее прочистили глубиной 512 метров. Мы ее прочистили. Взяли пробу воды, и после того, как анализ показал положительную пробу, начали, работать. На сегодняшний день, мы дебит воды увеличили, и сейчас вроде бы в селении у нас, проблем с объемом воды нет. Отмечу, в селе живет 3800 человек. Жители села выразили благодарность главе Чечни. Эхкан йолчана вох сингахтан бар койуртан массу мети эхи массу дуори хидаца хоч.
Хиш машинати кулш иштхалдар вахтан халак. Дересу пачана Рамзан Ахмадовича и поручение министр муслиманеларна и министр муслиму его чек дахкана буквально за короткие сроки там бахтенца дела и положил иштхал тиштуэлча там бахтен доча бывада забан башня хила хон массу дворя да мукла. Уполномоченный по правам человека встретился с сотрудниками УФСИН. На встрече обсуждали, насколько остро в регионе стоит вопрос условно-досрочного освобождения заключенных. По официальным данным, из 206 прошений удовлетворено 186 ходатайств осужденных. Представители правозащитных организаций передали правоохранительным органам свои доклады. Участники встречи отметили, что много проблем с условно-досрочным освобождением уроженцы Чечни имеют в других регионах. Стороны намерены совместно повышать уровень правовой защиты заключенных. Здесь отметили внимание главы республики вопросам содержания, защиты прав и законных интересов осужденных. Это, по словам выступавших, позволило решить в республике ряд проблем, характерных для многих исправительных учреждений страны. Театральный сезон начался. В Грозном состоялся показ пьесы знаменитого азербайджанского композитора Узаира Гаджибекова «Аршин Малалан». Так называется постановка, на которую сегодня собрались столичные жители. Пьеса переведена на 80 языков и известна во всем мире. В театре имени Хампаши Нурадилова побывала и моя коллега Тинатин Музашвили. О том, как найти любовь и построить семейное счастье, рассказывают герои музыкальной постановки. Легендарная пьеса «Аршин Малалан» открыл театральный сезон в Чеченском государственном драматическом театре имени Хампаши Нурадилова. Трогательная и в то же время комическая история окунула зрителей в колоритную атмосферу Востока. Молодой купец Аскер хочет жениться, но самому выбрать невесту по сердцу запрещает обычай. Друг Аскера Сулейман находит остроумный выход из ситуации. Аскеру нужно всего лишь переодеться бедным уличным торговцем тканями и пройти по городским дворам в поисках подходящей девушки. Так он знакомится с прекрасной Гульчихрой, которая, конечно же, отвечает на его чувства взаимностью. Однако Султанбек, богатый отец девушки, против ее неровного брака с бедняком. Он уже выбрал для своей единственной дочери действительно хорошую пару – того самого купца Аскера. Конечно же, пьеса заканчивается хэппи-эндом. Динамичный сюжет и яркая постановка привели зрителей в настоящий восторг. Несмотря на то, что Аршин Малалан уже много лет не сходит с афиш театра, его каждый раз встречают радушно. В этом году труппа готовит для зрителей по-настоящему насыщенную программу. Ведь Чеченский драматический театр скоро отметит 85-летие. Далее у нас тоже свежие постановки. Главным образом это спектакли, которые будут идти, в общем, со знаменательной датой 85-летия театра. Это как бы явится отчетом за те предыдущие годы, отчетом за ранее поколение зрителей. У нас богатая очень история. Знаменитый спектакль собрал представителей самых разных поколений. На открытии театрального сезона присутствовали также заслуженные артисты России и Чеченской Республики, которые давно завоевали сердца преданных зрителей. Тинатин Музашвили, Мансур Саев, Луиза Юнусова. Новости. Центральный защитник Терека, бразилец Родолфо, решил заняться и другим видом спорта. На днях спортсмен пришел в зал кикбоксерского клуба «Ахмат» и провел небольшую тренировку. Как отметил игрок Терека, ему понравилось заниматься вместе с бойцами. Это поможет зарядить тело энергией, что будет как раз кстати в канун матча с дагестанским Анжи. Помогал футболисту двукратный чемпион мира по кикбоксу Турпал Такаев. Приедем завтра на тренировку, у нас собираемся на тренировку завтра. Всем ребят скажу, в Тереке. Это, конечно, здесь очень хорошо, очень красиво, все чисто, все хорошо. Я надеюсь, что мы собираемся в команде и приедем сюда. В Аргуне прошел турнир по футболу среди молодежи. В нем приняли участие 4 команды. Молодые футболисты показали достойную игру, и по результатам турнира победила команда «Даймох». Организовал мероприятие капитан команды «Терек» Резван Уцеев. Футболисты хорошего качества, очень перспективные. Некоторые уже в нашей академии просматривались и проводят там тренировки. В
целом очень хороший уровень. Я думаю, в будущем у нас есть хорошая молодежь, чтобы в дальнейшем для первой команды росли и достойно представляли нашу республику. Это были все новости к этому часу. На этом мы с вами прощаемся. Адык Шоу.